Как развивать арктический туризм, привлечь на север молодежь и освоить вечную мерзлоту? Такие задачи сегодня решали участники форума «Арктика. Лед тронулся». Площадкой для диалога стал Усинск. Волонтеры, общественники, бизнесмены и представители власти в режиме онлайн говорили о развитии севера. Дарья Вологжанина передает из Усинска. В Северном Усинске сегодня непривычно солнечно и тепло. На центральную площадь вышел даже белый мишка. Здесь проходит всероссийский форум «Арктика. Лед тронулся». 3 дня здесь будут строить планы по развитию русского севера, обсуждать туристический потенциал Арктики, сохранение природного и культурного наследия. Форум объединил более 200 волонтеров, 3000 онлайн-участников, представителей экологических организаций и бизнеса. Самой юной участнице Светлане 17 лет, сама из Москвы. Эко-волонтерством занимается давно. В Коми приехала не только получить новые знания, но и своим опытом поделиться. Когда со всей страны съезжаются волонтеры, которые горят этим делом, которые, во-первых, не просто где-то там откуда-то приехали, они этим занимаются, они этим горят. И когда специалисты собираются в одном месте, то, конечно, много идей и много решений, проблем, которые они замечают, когда в тех же экспедициях участвуют, также просто участвуют в волонтерских мероприятиях. Они видят проблемы, и проблемы должны решаться. Участников отбирали целый месяц. Здесь минимум по 2 представителя от каждого из 85 субъектов страны. Иностранцы и даже гости из республик Донбасса. Также здесь есть ребята, которые из новых территорий. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. То есть здесь есть 8 человек, представителей этих территорий. Они с большим трудом преодолели границу, преодолели комендантский час. Часть ребят призывного возраста, у них тоже были определенные проблемы, их пригласить, их официально легализовать на нашей территории. Но они смогли, потому что у них есть большое желание, собственно говоря, развеяться, перезагрузиться, получить заряд позитивных эмоций, получить заряд желания что-то делать, развивать на своей территории. Большая культурно-развлекательная, экскурсионная и интеллектуальная программа. На тематической сессии «Диалоги об Арктике» волонтеры и федеральные гости поговорили об уже реализованных проектах и северных экспедициях. А на мозговом штурме в течение 2 часов продумывали реальные шаги, как привлечь туриста на русский север. Здесь у нас есть какие-то большие планы. То есть, например, если бы здесь построили какой-то горнолыжный курорт или площадку спортивную, это притянуло бы массового путешественника, то есть не направлено на экстрим. То есть, понятно, это узкая категория людей. То есть большой объект туристический привлек бы огромное количество народа. Для республики такой форум – это способ найти новые пути для развития арктических территорий. В Коми их 4 – Воркута, Инта, Усинск и Уссыльмский район. Во многих из них действуют масштабные программы, например, «Арктический гектар», а также планируются мегапроекты. Со стороны Российской Федерации, со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина уделяется очень большое пристальное внимание вопросам Арктики, арктического судоходства, Северного морского пути. Так же, как и Республика Коми, не отстает от этих проектов. Мегапроект, который планируется к реализации Сосногорский Индиго, конечно же, потребует привлечения молодых людей, привлечения и создания новых рабочих мест, изменения экономических условий и вообще функционирования экономических территорий Республики Коми. Для участников организованы стенды и экскурсии на крупные промышленные объекты. «Лукойл Коми» познакомил гостей города с Усинским газоперерабатывающим заводом и энергоцентром УСА. На этих объектах реализуется большая корпоративная программа по утилизации, то есть полезному использованию попутного нефтяного газа. Если раньше этот побочный продукт нефтедобычи сжигали, то сейчас вырабатывают из него электричество. А в шатре «Шмидт» компания познакомила гостей города с современной технологией очистки водоемов с помощью отечественных сорбентов. С помощью сорбента мы, получается, жидкость впитали в него, и можно спокойно убрать лопатами и прочей техникой. Вот и все. Убирается и в дальнейшем на переработку. Чисто. В программе и спортивные испытания на прочность участники форума проверили себя в гонке героев. Полосу препятствий организовали прямо в лесополосе.
Конечно, можете подталкивать. Но, как оказалось, самое тяжелое – это справиться с северной мошкарой. За плодотворную работу участникам полагается вкусный ужин. Завершится день форума финно-угорской ухой из семги, трески и хариуса, которую для участников приготовит сенатор от Коми Елена Шумилова. Ключевое событие форума – пленарная сессия в формате вопросов-ответов от волонтеров – состоится уже завтра. Участники форума поделятся с представителями власти своими мыслями по поводу сбережения и развития территорий арктической зоны. Дарья Вологжанина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Усинск.